Здравствуйте! В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Единство и патриотизм. Это единство позволяет нам вместе всем в одних окопах защищать эту страну. В ГГНТУ прошла конференция, которая собрала единомышленников в сфере воспитания молодежи. Битва умов и талантов. Молодежь – это основа не только будущего, но и сегодняшнего нашего Чеченской Республики. В республике прошел конкурс «Лучший студент года», посвященный Международному дню студентов. Во славу веры и согласия. Спасибо огромное. И, конечно, огромная благодарность Рамзану Ахматовичу, потому что, если бы он не захотел, этого бы не было, конечно. В Грозном заложили капсулу на месте строительства нового православного храма. В Харьковском направлении личный состав батальона имени шейха Мансура успешно проводит боевые операции против ВСУ. В ходе обнаружения вражеской цели она была ликвидирована дронами, нанося удары по танку и блиндаж с боевиками. Артиллерия точно поражала укрытие противника. Также дроноводы сбили 2 украинских гексакоптера типа «Баба-Яга», летевших к нашим позициям. Операции батальона проходят ежедневно. Бойцы работают на опережение, нейтрализуя позиции и живую силу противника. О последних событиях зоны проведения специальной военной операции сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Представьте себе уличного кота в лютый холод. Многие из нас, проходя мимо, чувствуют щемящую жалость, но часто просто не знают, как помочь. А что, если объединить усилия тысяч таких же неравнодушных людей? Именно это и произошло с началом акции «Помоги коту пережить зиму», которую запустила Хутмат Кадырова. И то, что получилось в итоге, это настоящая история успеха, которая дарит надежду. Репортаж Мазины Кураевой. Маленькая Лили, несмотря на свой недуг, шустрая, удивительно жизнерадостная, уверенно бегает на 3 лапках. Ей спасли жизнь добрые люди и отдали в приют «Надежда на жизнь». Узнав про печальную историю маленького котенка, забрать ее решила Хутмат Кадырова, которая на регулярной основе оказывает помощь нашим братьям меньшим. Здесь каждый день появляются новые подопечные, которых нашли в разных районах города. Для многих из них это место становится первым безопасным домом, где о них заботятся, лечат и дают шанс на будущее. Хочу выразить от своего лица, от лица всех волонтеров и руководителей приютов нашей республики огромную благодарность Хутмат Рамзановне Кадыровой за систематические вот такие вот акции, флешмобы. Их также проводит и Айшат Рамзановна. Оказывается, колоссальная поддержка. Мы, по крайней мере, несколько месяцев будем держаться, как говорится, корма много уходит, животных много, поэтому это огромная для нас поддержка. В зимний период, да, собаки много едят, и самая большая статья расходов это у собак бывает, и поэтому мы прям очень не нарадуемся этой акции. Крупная партия гуманитарной помощи от руководителя проекта Women in Islam Хутмат Кадыровой доставили в различные приюты республики. В груз вошли корма, ветеринарные препараты, расходные материалы и необходимые вещи для содержания животных. Приюты работают круглосуточно, и количество животных растет. Волонтеры отмечают, без поддержки извне им сложно обеспечивать уход подопечных. В регионе несколько таких организаций, и каждая держится на самоотверженности людей. Флешмоб «Помоги коту пережить зиму», запущенный Хутмат Кадыровой, поддержали чиновники, общественные организации и многие жители. Финансовую поддержку оказал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В социальных сетях проекта Women in Islam под постом о призыве участия в акции можно найти комментарии приютов, которые также нуждаются в помощи. Мы видим сегодня результат. Хочется поблагодарить всех, кто уже принял участие в акции и собирается это сделать. Особенно хотелось бы обратиться к тем, кто еще не успел, но хотел бы помочь. У нас очень много есть маленьких приютов, в которых содержится, допустим, 20, 30, 50 кошек. У них не громкие названия, у них нет каких-то огромных аккаунтов в соцсетях, но у нас под постом, где мы призываем людей к акции, в комментариях эти
приюты, они отмечаются и просят также о помощи. Очень хотелось бы, чтобы обратили на это внимание и оказывали помощь и маленьким приютам точно так же, как и крупным. Инициатива принесла реальные результаты. Часть потребностей организаций закрывается благодаря регулярным поступлениям. Я бы хотела выразить огромную благодарность Хутмат Рамзановне за то, что она очень часто устраивает такие флешмобы, давая нашим людям понять, что наши братья меньшие тоже нуждаются в заботе и внимании, и нас тогда поддерживают и остальные жители. Хутмат Рамзановна закрывает долги в клиниках, присылает корм и всяческую поддержку. Цхажим вай Инхиет Михайлович, цхажим вай хор, вай житель, вай иман должду, вай бусулбду, вай Инхиет миду, вай говшич ого на осталдо, но цхажим от акрошк вай хашча, цергулты, вай массарна ахтхирдар, иш арах, иш такисана, лазина, вай города, цергора, мощечина, долдича. Каждый жест поддержки, каждое участие в акции делает этих животных немного светлее и приближает момент, когда у них появится дом. Мадина Кураева, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Мечеть Маджид Таква в Газе будет носить имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Этот молельный дом на протяжении долгого времени выпускал хранителей Корана, взращивал призывающих к добру. Из-за военных действий он был разрушен. По инициативе главы региона начато восстановление. Проект открыли с благословением присутствия религиозных деятелей, представителей благотворительных организаций. Обновленная мечеть вновь станет местом молитвы, обучения и благих дел. Участники выразили большую благодарность Рамзану Кадырову за оказываемую регулярную гуманитарную помощь и внимание. Уже в ближайшие дни святыню планируется открыть. В столице состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основании нового православного храма. Событие прошло при участии представителей властей и стало еще одним шагом в укреплении межконфессионального мира и развития инфраструктуры города. Подробнее расскажет Медина Мударова. Церемония закладки капсулы под строительство собора начали с богослужения и освящения места. Храм посвящен святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Площадь объекта более 401 квадратного метра. Его возведут по современным технологиям с элементами древнерусского зодчества. На данный момент готовы только основания, затем приступят к возведению стен. Проектом предусмотрено строительство храма на 555 прихожан, а также дополнительного здания, дома притчи, в котором у нас предусмотрены помещения трапезной, воскресной школы, общих помещений для гостей храмового комплекса, а также помещения для проживания священнослужителя и гостевые комнаты для гостей объекта. Белокаменный фасад, залоченные купола и высокий крест, хорошо различимый из разных точек Грозного. Храм строят в центре большого пешеходного бульвара, который соединяет две мечети. Храмовый комплекс займет центральное место в микрорайоне и станет его значимым архитектурным и духовным ориентиром. Объект рассчитан более чем на 500 мест. Мероприятие также посетили священники, представители терского казачества с различных районов. Епископ Грозненского и Сунжинского Амвросия отметил значимость события. Сегодняшнее событие как раз-таки показывает непроходящую ценность духовных законов. Сегодняшний день показывает, что духовная жизнь, она была, будет и пребудет с этой землей в человеческом до скончания века. Вот вокруг нас происходит большая стройка. Вокруг нас происходит созидание, строительство. Вокруг нас жизнь, как говорится, бьет ключом. Помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что на сегодняшний день в республике проживают представители разных народов и конфессий. Для них созданы все условия для свободного исповедования своей религии. В регионе проживают представители десятки тысяч разных конфессий, разных национальностей. Все живут в мире и согласии. Для всех создаются условия соблюдать их религиозные ценности, традиционные ценности, соблюдать их обычаи, устои. В республике популяризируется соблюдение своей религии всеми конфессиями. Хвала Всевышнему, сегодня в регионе без каких-либо конфликтов отмечают свои религиозные праздники и православные, представители других конфессий. Единым комплексом строятся и мечети, и православные храмы.
Плавно собравшиеся подошли к важному событию, знаменующему начало строительства собора – церемония закладки первого камня. Жители республики безмерно рады строительству. Этого события они ждали долго. Это огромная радость, спасибо огромное. И, конечно, огромная благодарность Рамзану Ахматовичу, потому что, если бы он не захотел, этого бы не было, конечно. Вот, поэтому наши люди уже хотят здесь покупать квартиры в этом районе. Событие значимо не только для города, но и для всей Чеченской республики. Это символ уважения к историческому наследию и укреплению межнационального согласия. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская республика. В Грозном прошла церемония закрытия 8-го международного фестиваля конкурса вокалистов «Орфей», посвященный памяти Муслима Магомаева. В этот вечер были объявлены имена лучших молодых исполнителей России и зарубежья. Главную награду фестиваля завоевал Владислав Пикалов из Ростова-на-Дону, покоривший жюри своей яркой интерпретацией классических произведений. Кроме того, выделившимся исполнителям были вручены специальные премии от руководства фестиваля и Министерства культуры региона. Завершилось мероприятие большим гала-концертом, где лауреаты исполнили свои лучшие номера. Я думаю, что еще не раз встретимся в этих стенах, будем смотреть, выбирать лучшие таланты и для Чеченской государственной филармонии, и сферы культуры нашей республики. Я уверен, что полученный опыт и налаженные дружеские отношения будут вам на пользу всю жизнь. Хочу поблагодарить всех организаторов, особенно председателя жюри, нашего дорогого брата Николая Ивановича Васильева, за проделанную огромную работу. Я думаю, что плоды, которые этот «Орфей» принес, будут радовать не только жителей нашей республики, но и всей страны в целом. Еще раз желаю всем победителям и участникам удачи, дальнейшего успеха в жизни. Как воспитать в молодом поколении настоящую любовь к родине? Какими методами говорить с ними о долге и гражданской ответственности? Ответы на эти сложные вопросы искали сегодня в Грозненском нефтяном техническом университете имени Миллионщикова на конференции «Единство и патриотизм», куда съехались эксперты, педагоги и общественные деятели. О том, какие идеи и предложения прозвучали на форуме, расскажет Лейла Муртазова. «Единство и патриотизм». Именно так называлась тема конференции, состоявшейся на базе Грозненского нефтяного университета имени Миллионщикова. В зале собрались студенты, в том числе и иностранные, а также представители научного сообщества и эксперты. В центре обсуждения формирования гражданской идентичности и патриотическое воспитание среди молодого поколения. Этносы страны объединяются при нашествии других иностранных армий и так далее, для завоевания, для порабощения народов, проживающих в этой стране, и когда все этносы становятся рядом для защиты своего отечества. Это можно привести примеры. Первая Отечественная война 1812 года. В том числе и представители чеченского народа участвовали в этой войне. Это тоже показывает примеры, когда все народы, проживающие на территории Советского Союза, 1942-1943 годы защищали Сталинград. В современных условиях, когда Россия сталкивается с внешними вызовами, с молодежью проводят большую работу, доводя до них настоящую истину, рассказывая о таких ценностях, как гражданская преданность, любовь к родине. По словам спикеров, это позволит развить в них чувство ответственности и сопричастности в судьбе государства. Мы, народы, населяющие Российскую Федерацию, должны понимать, что если мы не способны защищать себя, то и мы, наши земли, окажутся в руках враждебных нам государств. Поэтому на первом месте единство людей разных национальностей, разных вероисповеданий, проживающих на территории Российской Федерации. Это единство позволяет нам вместе всем в одних окопах защищать эту страну. Патриотизм – это любовь, как уже было здесь сказано, как к малой своей родине, так и к большой своей России.
На встрече выступили и сами студенты. Они подготовили доклады на тему патриотизма, национального единства. Каждый из участников поделился личным видением этого вопроса. Ясин Тасуев, студент 5-го курса, по специальности таможенное дело. Молодой человек поделился, что, послушав опытных спикеров, многое для него прояснилось. Вслушиваясь в слова нашего старшего поколения, я понимаю, что мне 21, и многое мне все-таки непонятно было, как минимум до сего момента, потому что на некоторые моменты касаемо единства, для нас единство — это разное понятие, и услышав более зрелое мнение на этот счет, для меня стало куда более, можно сказать, мутная вода стала чище. В конце встречи участники обсудили важные аспекты, задали интересующиеся вопросы и обменялись мнениями. В регионе большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. В школах, вузах проводят уроки истории, встречи с ветеранами, показывают памятные места, организуют тематические мероприятия. Это помогает молодому поколению ценить свои традиции и гордиться своей родиной. Лейла Муртазова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. В середине 2026 года в Грозном планируется завершить проект крупного парка в новом районе имени Владимира Путина. Площадь составит свыше 87 тысяч квадратных метров, который станет центральным общественным пространством нового одноименного района и ключевым элементом в развитии городской инфраструктуры. Главной достопримечательностью комплекса выступит масштабный фонтан площадью более 10 тысяч квадратных метров. В самом центре композиции мелкая водная гладь глубиной до 15 сантиметров, доступная для прогулок отдыхающих. На ней разместят активно распыляющую влагу футуристические арт-объекты в виде деревьев, что обеспечит в жару комфортный микроклимат. Согласно утвержденному проекту, территория будет разделена на несколько функциональных зон. Зона отдыха объединит оазис с зеркальным водоемом и фонтаном, цветочный лабиринт, амфитеатр для культурных событий и центральную прогулочную ось вокруг всех объектов сквера. Инициированного главой Чеченской Республики. В столице подвели итоги престижного республиканского конкурса «Лучший студент года». Это соревнование уже стало традиционной площадкой, где выявляют самых талантливых, активных и перспективных представителей молодого поколения. За это звание боролись десятки претендентов со всей республики. Об итогах в нашем следующем сюжете. Региональная общественная организация «Интеллектуальный центр Чеченской Республики», у истоков которой стоял первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров, насчитывает в активе много реализованных начинаний. Среди них своим стимулирующим содержанием и востребованностью уделяется республиканский конкурс «Лучший студент года». Автором проекта является председатель интеллектуального центра, доктор филологических наук, профессор Бекхан Хазбулатов. Бесспорно, молодежь – это основа не только будущего, но и сегодняшнего нашего Чеченской Республики. Мы знаем, что огромное внимание этому уделяет глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Поэтому общественная организация «Интеллектуальный центр Чеченской Республики» ежегодно старается внести свою лепту в то, чтобы определить лучших студентов и номинантов. За эти 12 лет участниками этого конкурса было более 500 студентов. Из них лауреатами стали 148 человек. Это показатель того, что у нас есть надежная опора среди молодежи в сфере образования и науки. Конкурс «Лучший студент года» посвящен к Международному дню студентов, который позиционируется как светлый праздник, символизирующий жажду знаний и жизни. Он проводится ежегодно. Многие номинанты и лауреаты предыдущих конкурсов стали квалифицированными специалистами, творческими и научными работниками. 12-й конкурс был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники соревновались в следующих номинациях: за успехи во владении знаниями, за успехи в научной работе, лучший студент вуза и Нохче Мехтен Куан Гаузанча, юный знаток чеченского языка. Общее количество 90 человек, из них 22 были награждены. Всех поощрили ценными дипломами, статуэтками с изображением высшего символа интеллектуального центра Чеченской Республики «Серебряная сова», памятными подарками и премиями. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность за возможность, что я имею сейчас здесь, стоять перед вами и держать в руках эту награду. Я искренне считаю, что эта награда и этот конкурс должны быть не конечной, но одной из целей студентов
юристов своего университета. Для того, чтобы проделать большую работу, необходимо полюбить свое дело. Ребята, которые сегодня выходили и будут выходить на эту сцену, мы с вами действительно проделали большую работу и только благодаря тому, что полюбили свое дело. Одним из лауреатов является Дени Барщигов, студент 4-го курса Грозненского государственного нефтяного технического университета, который выиграл в номинации за успехи в владении знаниями. Юноша с начала студенческой жизни активно принимал участие в различных олимпиадах и занимал призовые места. С 1-го курса я получал дополнительные знания вне университета, самостоятельно проходил курсы, обучался. Далее посещал все мероприятия, все научные, культурные. Все, куда я мог просто добраться. Участвовал, в некоторых занимал места, например, в хакатоне с командой. Я помню, заняли 2-е место, когда я был на 2-м курсе. И к 4-му курсу я уже начал работать по своей сфере и получил какое-никакое признание в самом институте, в своем. И меня выдвинули на эту премию. Республиканский конкурс «Лучший студент года» играет важную роль в поощрении студентов и стимулировании их интереса к образованию и науке, который помогает создать мощную платформу для развития молодых талантов и вдохновляет их на достижение больших высот в будущем. Ахмед Рамазанов, Алисан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Представитель скаковой конюшни «Ахмад Рейсинг» стал победителем престижных международных скачек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона. Соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Принц Роу завоевал кубок авиакомпании Emirates на дубайском ипподроме Джебель-Али. Дистанцию в 1800 метров скакун уверенно преодолел, оставив позади именитых участников забега. Достижение такого результата – это важный шаг в развитии российского коневодства на международной арене. В Грозном прошел семинар на тему «Раннее развитие детей, признаки патологии, оценка и путь к помощи в дошкольных образовательных учреждениях». Воспитатели изучают возрастные нормы, учатся распознавать первые признаки задержки речи, поведения и эмоционального развития. Особое внимание уделено алгоритмам взаимодействия с родителями и специалистами, от логопедов до неврологов. Организаторы подчеркивают, своевременная оценка и правильно выстроенный маршрут помощи позволяют ребенку получить поддержку именно тогда, когда она наиболее эффективна. Раннее выявление отклоняющего поведения или каких-то особенностей здоровья детей является очень проблемным аспектом для работников дошкольного образования, в частности для воспитателей. Как было уже сказано, самым первым-наперво наши сотрудники выявляют те особенности здоровья, на которые стоит обращать внимание. И уже по проведении диагностики выявляется и выстраивается индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка. И уже в этом направлении все сотрудники, весь педагогический состав дошкольной образовательной организации проводят работу, каждый по своему направлению. Психолог, логопед, дефектолог, воспитатель, медицинский работник, инструктор по физкультуре. И уже в целом мы получаем качественный результат на выходе из дошкольной образовательной организации. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. И до новых встреч в эфире.